Шумбратова! Здравствуйте! Начинаем нашу интересную интерактивную экскурсию «Живой разговор». Проходите, пожалуйста. Пришли вы в мордовскую деревню. Проходите. Зовут меня Татуакай. Я вас встречаю возле своей избы. Проходите поближе, гости дорогие. Посмотрите, как я живу. Хорошо. Как затоплю дома и тепло, и приготовлю. Да еще и попарюсь в печи. Бань-то у нас нет, в печи я парюсь. Знаете, как парились в печи раньше? Не знали? Сейчас расскажу все. Печь-то я каждый день топлю. С утра рано встаю, печь затопила, печь протопилась, в печи я сварила и кашу, и щи, и хлеба-то напекла. Покажите, как вы можете, помогите мне толочь пшено. Видите, у меня клуб стоит наготове, пшено отборное тут, перебирала всю ночь. Кто поможет мне толочь пшено? Пойдем, помощница, пойдем, я тебе покажу. Брали вот так пест и вот так толкли пшено. Пойдем слезай, ты маленькая, пойдем сюда. Давай, потолки мне пшено, потом блинов испечем. Держи двумя ручками. Давай, поднимай. Вот ты какая молодец! Получается? Кто еще хочет? Пойдемте, скорее попробуйте. Шумбрат, Шумбрат, Полю, Шумбрат, смотрите, какая красавица, правда? Правда. Проходите, посмотрите, как мы живем. Вот наша изба. Изба-то у нас по белому, батюшка строил. Вот посмотрите, какими рукоделиями мы занимаемся. Посмотрите, хороша ли на мне рубашечка. А знаете ли вы, что рубашечка моя в поле росла? Знаете ли, какая рубашка-то на мне? Льняная, не конопляная. Это все равно, что сейчас у вас чистого шелка одежда будет. А знаете ли, как она нам достается, эта рубашечка? А весной батюшка как поле вспашет, да как черные, словно бисер, зерна льна бросит в землю, зайдут они шелковой травкой, а потом зацветут синие цветочки, а потом коробочки появятся. Мы их серпом-то с матушкой сожмем, да за макушку с корнями выдергаем, да рубелем собьем, да в речку положим, да камнями завалим, чтобы не всплыло. Будем мочить, сушить, да снова будем бить, колотить, да мять, да чесать, да от костры их отделывать. А когда костры все повычешем, вот тогда уже будем куделю прялки приматывать, да начнем нитку спрятывать. Для чего же нитка нам? Вот посмотрите-ка, вон старшая моя сестра стоит, на воробы нитку наматывает. Воробы осереть крестовина и 4 палки. И мотает она такую пряжу, нитку, приготовляет ее для ткацкого стана. Стан этот мы посмотрим с вами, батюшка делал. Вот на скалку его наматываю, а вот утюг старинный. Рубин называется. Вот батюшка рубит, остальные молчат, не досажают. И вот так это катают. Смотрите внимательнее, как это делали раньше. Чтобы холст убедить, чистый, чтобы он был гладкий, словно утюгом глаженный. И вот потом уже его наши девушки-подружки, смотрите, какие красавицы. Да, вон, какие подружки все нарядные, приготовили. Пиво никуда. Уже мягкая ткань получается. Посмотрите, Она уже сейчас мы, да? Вот. А то мы ее сейчас пристроили. Ой, ну вот. Ну, молодец. Кто еще? Можно я попробую здесь вот? А мужчины раньше не пряли. Раньше Мужчине нельзя прялку брать, вы что, мужской силы лишите? Сахи нет, дайте мне сахи. Ты, Господи. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове 90 лет старухи гуляет с роботами. Пожалуйста, еще пойте. Сидит кошка на кошке с белыми котятами. Подожди, милый, жениться, погуляй с девчатами. Воевая, на все сто отчаянно, и повешу голову. Давайте чрезвычайная. Вот как нам весело, присоединяйтесь. Так что, начинаем.
буду, кроме музыканта. Правильно. Чего других любить? Нет, хоть развеселить. А у нас ведь было право-лево. Не было право-лево, а у нас все было. да. Все морква из земли, я вам на скажу. одну ногу плетутся. А морква придумала локтям разные ноги рисовать. Вот смотрите, на какую ногу лапы? Куда смотрит уголок? Мишки, ты дома? Молчит. Давайте все вместе позовем Мишки. Мишки! Мишки! Выходи, старый черт! Выходи, давай скорей! Чё шумишь, Чё шумлю? Смотри, сколько гостей к нам пришло на пасеку, а ты все спишь. Давай поднимайся-то. Абгель. Откель, вы откель. Городские они, а что не знаю. Давай, Мишки, выручай. Давай, выручай, развеселить их надо. Они прям совсем замерзли на месте. Ничего, прям не шевелятся, не улыбаются. С городу, значит, В да? городу. Так, ну что, давай, сучок может обломиться, еще что-то, лезть-то надо наверх. Опасное Опасно, дело. поэтому здоровье я себе немножко повредил с этого. И решил сделать немножко себе полегче, попроще. Вот, сделал себе деляночку в лесу, лачушку сделал. Хороша лачушка? Хороший шалаш. Живу я здесь с весны по осень, пока, да, пока пчелы у меня здесь, а пчелы у меня теперь домашние, живут они. Пойдемте посмотрим, где живут пчелы у Мишки. Вот в таком вот дереве была липа, купил я липу, сделал колоду, сделал им липки, назвал это все борщ, отсюда название, борщ. Вот. А чтобы на мою пасеку никто злодей всяких не приходил, ни гостем, не ладно. Вы что стоите? Да, здесь, а теперь А идемте, взрослые. Давайте. Раз, два. Мы совсем их не развлечили сегодня. Два. Придется чайник И доставать. подружкам показали, и еще раз показали, и вот так показали, и налево, и направо, и налево. А теперь окошечко сделали, и покрутили, и покрутились, и покрутили, и покрутились. Молодцы, молодцы. Все запомнили? Вот какие у нас красивые.